История – это жизненный опыт народа. Как можно говорить, что бессмысленно искажать историю? Это бессмысленно, поэтому вот воровать историю. Я считаю, что сила в аргументах. Это получается, что тот, кто говорит громче, тот и услышан больше. Там мириджинцы, карабулаки однозначно определены как ингуши. Про события 2018 года. Вот там был античеченский митинг, и ты туда приехал. Я говорю, я на античеченский митинг не приезжал. Более того, он не был античеченским. С 2018 года ни один ингуш ни разу не предоставил документально. Вот, палец – это обязательная атрибутика. И вот у меня этот доклад тоже вот в руках. То есть в каждую конюшню доклады посылать не обязаны. Да? Была надпись «Ингуши и чеченцы братья» буквами, наверное, с меня ростом. Карта имамата, ну, понятно, она схематичная. И более того, мы нашли его черновик. Там идет лезгинский, чеченский и последний, вот тут, значит, ингушский. Именно на этом водоразделе написано Джебель-Ингуш, то есть Ингушские горы. Ингуши не принимали участие в Кавказской войне. Истребление как раз вот села Аршты, да, на территории вот Ингушетии. Историк на Кавказе, он либо адвокат своей нации, получается, либо он предатель. Приветствую вас, дорогие друзья. Это Waycast, меня зовут Амин. Сегодня мы выходим в таком нетипичном формате онлайн. Веду работу я не один, у меня сегодня соведущий, небезызвестный Чеборс. А также у меня в гостях сегодня историк, кандидат исторических наук, председатель историко-географического общества Дагестана Гаджиев Зураб Тамерланович. Зураб, ответь на вопрос, кто такой Зураб Гаджиев? Зураб Гаджиев – историк. Вот, как уже повелось говорить, в третьем поколении, как обычно меня представляют. Вот. Лакец, но не только, да, так сказать, у меня разные, так сказать, составляющие есть. Вот, поэтому я, так сказать, не принадлежу какой-то одной лишь нации и вообще позиционирую себя, да, как кавказский и, значит, мусульманский историк, поскольку я в свое время защищался в Институте востоковедения РАН, и вообще моя работа, как говорится, не локализовывалась только лишь Кавказе, а охватывала значительные пространства, так сказать, исламского мира, и поэтому я, так сказать, я человек мира. Ты расскажи тезисно, вот с самого начала, где родился, рос, как пришел к тому, что ты начал. Ну, ты сказал, что ты в третьем поколении историк. Вот это повлияло ли на твой выбор там, и так далее? Не, ну, родился в Махачкале. Вот. У меня отец был, ну, и есть историк, да, доктор исторических наук, профессор. Вот в прошлом занимал пост генерального директора Национального музея Республики Дагестан. Вот, то есть это крупнейшее учреждение культуры на Северном Кавказе. Там около порядка 38 филиалов у нас почти в каждом районе. Ну, поскольку Дагестан очень как бы много этносов, у каждого есть культурные особенности, и поэтому, так сказать, много вот филиалов по республике. Вот расположены. Дедушка также был доктор, профессор вот, исторических наук, само собой. Вот. И он вот возглавлял в нашей Академии наук отдел досоветской истории. То есть они оба в свое время учились в МГУ, защищались там в Тбилиси и в Москве. То есть у нас как бы научные связи, да, получается, в Москве, в Грузии, как бы давние уже поколенческие. Вот, собственно говоря, меня Зурабом назвали в честь, вот был у дедушки друг, Зураб Анчабадзе, такой, да, историк, и он был также научным руководителем моего отца во время написания кандидатской, и совпало, что тот умер, отец защитился, и я родился, как бы вот почти все в одно и то же время, и, в общем, как бы меня вот так вот в честь тоже абхазского историка, такой тоже известный, да, такого грузино-абхазского вот историка назвали, поэтому и, соответственно, и имя грузинское получается. Такой более, наверное, философский вопрос касаемо вот истории. Вот почему, на твой взгляд, важна историческая правда? На что оно влияет и вот почему нам это нужно и важно знать?
Она влияет на все, потому что как бы история – это жизненный опыт народа или страны. Да, вот как у нас есть жизненный опыт определенный, и он только мой, допустим, вот мой жизненный опыт, да, а твой, соответственно, твой. Вот, да, Чаборза его. И то есть, если я попытаюсь его, как бы, украсть, образно говоря, его жизнь, да, начну ходить по его каким-то этим, вот, то у меня ничего не получится. Поскольку, как бы, точно так же и историю бессмысленно воровать, поскольку это не ваш жизненный опыт. И, допустим, то есть, если ты скажешь, что кто-то, или ты, допустим, выдающийся пловец, или вот внушишь своему народу, что вот мы там были выдающиеся мореплаватели, а вы никогда ими не были, то как бы вот, человек пойдет, прыгнет в воду, если он не умеет плавать, и утонет. Или там сядет на велосипед, поедет и тоже как бы навернется, упадет, сломает шею. То есть точно так же и с историей. То есть если ты внушишь народу какую-то историю, которую он, это не его история, вот, или что-то там починишь, но это не сработает, это бессмысленно, поэтому вот воровать историю, там что-то перекручивать, то есть это очень напрасное занятие. Можно ли привести небольшую параллель по этому вопросу? Допустим, есть усыновленный ребенок. Угу. Он вырос, 20-30 лет ему исполнилось, и ему всю жизнь внушали, что он той или иной национальности. Сын того или иных родителей. Он вырос в этой среде, он не знает о том, что он усыновленный, тем не менее, у него есть абсолютное понимание того, что он относится, он часть вот этого народа, допустим. Вот в этом случае, как можно говорить, что бессмысленно воровать историю? Нет, смотри, в науке, во-первых, есть такое понятие в некотором плане, как генетическая память, да, и то есть, если мы посмотрим в истории, да, определенно, я сейчас не буду специально называть какие-то народы, вот, то есть, если они в каких-то ситуациях, столкнувшись, и получился, допустим, такой-то результат, то в последующем при повторении схожих ситуаций, как правило, получается такой же результат. Я не знаю, почему это так происходит, и другие историки тоже не знают. То есть вот историки задаются этим вопросом. Я потом за кадром вам назову яркие примеры, они достаточно на поверхности. Вот. Просто это не относится к теме нашего сегодняшнего диалога. Вот. А оно так как бы складывается. То есть, и даже вот произведение такое, да, вот Маугли, он вырос среди волков, себя уже считал, так сказать, их там братом, все такое, но он все-таки, как бы, он не боялся огня, да, то есть в нем вот это человеческое возобладало, да, то есть вот эти его корни, хотя он как бы среди людей не рос, например, да, он себя считал вот волком, там наравне с ними бегал и так далее, и так далее. Зураб, все-таки небольшое дополнение. Мы знаем, очень известный есть в Ютубе интервьюер, там 10 с лишним миллионов подписчиков у него, признанный иноагент, не будем его имя называть. Он в конце каждого выпуска своего задает вопрос, в чем сила? И вот я всегда сам себе задавал этот вопрос и не думал, что я прям сейчас буду вот это озвучивать. Я считаю, что сила в аргументах. Поясню. Человек может быть прав, но у него недостаточно аргументов для того, чтобы пояснить свою правоту, к примеру. А есть твой оппонент, у которого много аргументов, но при этом он фальсифицирует данные. Но он все говорит, и третья сторона, которая слушает вот этих двоих, она поддерживает его, потому что он много говорит, у него много аргументов. И неважно, правдивые, проверенные, непроверенные. Просто они косвенно подходят к этой обстановке, к этой ситуации. Один момент, Зураб. Вот говоря, исходя из этого примера,
как можно говорить, что бессмысленно искажать историю, когда все-таки прав, на мой взгляд, опять же, прав тот, у кого больше аргументов. И эти примеры у нас тоже очень много. Смотри, да, это если мы вот просто ты сперва задал более в общем вопрос, а сейчас то, что ты говоришь, это стало таким явлением характерным вот для последнего, ну, для нынешнего века, да, век интернета, вот этой виртуальной реальности, когда в интернете действительно мы видим, то есть и в науке это уже на эту тему статьи есть, вот, по методологии, в том числе, то есть, что плохая информация забивает хорошую. Поскольку хорошие, допустим, какие-то статьи академические, научные, они в каких-то журналах опубликованы, там могут быть на незнакомом языке, или там к ним там платный доступ бывает, то есть нужна какая-то там подписка, еще что-то, то есть широкий круг и, ну, не потребляет эту информацию. Широкий круг там заходит Google, Яндекс, еще какой-то поисковик, нажимает, и ему выходит первое, что попадается, да, то есть какие-то жареные факты, какая-то непроверенная информация, да, это имеет место быть, да, ну, как бы правдой это не становится, то есть это все равно остается вот в каком-то сообществе, то есть наука это не признает. Ну, тем не менее, это может где-то для своего, для собственного пользования, то есть, ну, то есть это можно, вот если это дело получает какую-то господдержку в такой-то стране, допустим, в такой-то там республике, области, крае или народе отдельном, то есть если это получает, то оно там и остается, то есть оно, ну, то есть другие вокруг вовсе не значат, что они это признают. Ну, в любом случае, сиюминутно тот, кто владеет большими аргументами в количественном плане, тот сегодня он выиграл. А что потом уже наука докажет, что спустя какое-то время... Выиграл что? Смотри, смотря что является целью. Выигрыш какой? То есть выигрыш на внутреннем контуре или на внешнем? То есть истиной это не стало. То есть, понимаешь, ну, зачем далеко ходить, да? Вот армяне считают, что у них ковчег, в Чечне тоже нашли ковчег, еще где-то тоже есть еще варианты, да, там у курдов, еще у кого-то тоже есть свои вот варианты ковчега. Ну, они себе эту вещь рассказывают, и как бы на внутреннем контуре это. Ну, другие так со стороны улыбаются. Ну, тут нету причины, чтобы за это прям там воевать. Ну, хотят люди вот в это верить. Ну, на здоровье, да? Вот, то есть это не столь принципиальный вопрос. Вот. Ну, то есть от того, что кто-то много вот, ну, кричит что-то одно, оно все равно, ты говоришь, побеждает. Оно победить не может. По крайней мере, то есть это сиюминутно, это побеждает где? Побеждает где? Побеждает там, не знаю, в интернете, побеждает в глазах какого-то вот своего сообщества, да, какой-то, ну, кучки сторонников. Как минимум. Да, ну, это какие-то, да, вот, ну, в принципе, кто-нибудь еще это признал? Нет. Ты же понимаешь, то есть ученым человек становится, да, вот мы там пишем диссертацию, идем на защиту, там собирается ученый совет, на котором уже, так сказать, все ученые, да, с учеными степенями, и они признают, ну, там, меня или кого-то, значит, признают тогда ученым. А ты говоришь сейчас про, ну, людей, которые там набрали подписчиков, да, там в Телеграм-канале, еще что-то. То есть эти подписчики могут вообще быть без образования какие-то, да, и они в своем канале объявляют кого-то там выдающимся ученым современности. И вот в этом мирке, понимаешь, вот на глобусе своего вот этого сообщества как-то вот живут, ну, как бы, да, разные вот эти психотипы, они тоже вот в литературе давно описаны тоже, да, вот как бы вот в том же «Маленьком принце» там были планеты там чистолюбца, планеты еще кого-то, да, и то есть там это все фигурировало. Просто, знаешь, Зураб, в целом я понимаю, о чем говоришь ты, о чем говорит Чаборс. Просто получается, что тот, кто говорит громче, тот и услышан больше. И получается, да, именно об этом речь.
Ты понимаешь, получается так, что сегодня, да, может быть, это смешно в чьих-то ушах звучит, типа, но тем не менее эта информация доходит дальше, и какая-то толика этой информации может остаться. То есть может даже поколение но это не вырасти. наука, да, но это не наука, да, просто мы говорим понятно, про что. То есть это нарратив, просто какой-то нарратив, который остается, да, конечно, вот я же говорю, там вот, ну, зачем далеко ходить, вот, то есть обо мне в интернете можно найти самую причудливую информацию, какую-то вот параллельную вообще биографию вот, за последние там 5-7 лет сформировалась, но настолько бредовая, настолько не соответствующая действительности, просто ни один факт, что я даже считал, ну, все это время я считал, ну, излишним опускаться до того, чтобы начинать вот каким-то, там, понимаешь, персонажем, там, без лица, без имени, которые вот что-то вбрасывают про меня, да, даже на это отвечать. Магомед Амин, ты готовься. Я в процессе, Зураб прошел, а ты готовься. В продолжение вот нашей вот этой вот философской темы, вот на самом-то деле я думаю, что в первую очередь ты сталкиваешься с тем, что люди, которые начинают изучать историю, преследуют не цель исследования, а скорее цель какого национального самолюбия преследуют. И такое, пока я Ты очень так мягко, таких вот гладких, вежливых формах, обтекаемых. И такой, знаешь, вывелся у меня в голове тезис, что историк на Кавказе, он либо адвокат своей нации, получается, либо он предатель. Что ты думаешь насчет этого? Отчасти согласен. Очень часто получается, то есть вот людей ставят перед таким как бы вот выбором. Но вот мне в этом отношении, я же говорю, как-то, может быть, больше повезло. Тут, может быть, нету моей заслуги. Вот. Ну, вот я же говорю, у меня, например, в силу того, что я вот в детстве ездил уже, получается, с 9 лет, да, то есть каждое лето я ездил не только там себе куда-нибудь в селение, да, там, не знаю, Куму, Хахты, куда-то, вот. То есть я ездил в том числе и, например, вот у меня бабушка ну, то есть бабушка немка, да, в Германии, то есть у нее там из деревни родом, получается, у нее там из соседней деревни с дедушкой Трампа. Вот, то есть там один говор, ну все получается, вот. И то есть я на лето ездил туда, на месяц, на 2, вот так. И то есть я вот эти вот наши какие-то кавказские вещи, да, то есть, ну, даже внутри Дагестана, да, у нас разные народы, то есть, да, друг про друга тоже есть какие-то, то есть, ну, прям до вражды это не доходит, но какие-то там рассказывают что-то вот именно в вопросах истории, там, чем-то там мерятся, вот. И то есть мне это, вот эти вот проблемы, они на самом деле казались такими, ну, как бы маленькими и незначительными, из-за которых вот люди там до хрипоты готовы спорить. То есть я вот в каком-то, получается, раннем возрасте куда-то вот вышел и со стороны посмотрел на вот эти проблемы и увидел просто, что ну, мир настолько большой, а мы занимаемся вот этими вопросами, ослабляя просто друг друга. Сколько эмоций, сколько вот этого всего тратится на вот это на самом деле. Я сейчас говорю только чисто вот даже внутри Дагестана, да. А мир гораздо сложнее, то есть тут нету такого, что вот или черное, или белое. Все гораздо сложнее. Просто только вот в голове у дураков, да, вот, сейчас никого оскорблять не хочу, но так оно по факту и есть. И которые вот или-или. То есть мир не черно-белый, а получается серый, да? Да, много-много оттенков серого, да, так сказать. Ну или в полосочку. Про события 2018 года, про митинг в Магасе. Прежде чем вот мы начнем, скажи, пожалуйста, вот, как так получилось, что ты оказался там, и почему ты решил принять участие? Ну, в каком смысле принять участие? Я там присутствовал, я участие... Да. Нет, ну я не выступал, я, как это, транспарантов не держал, то есть это такое, это очень пассивное участие. То есть я, скажем так, я был свидетелем событий, в некотором плане хронистом стал.
То есть я эту всю историю этих событий по дням, по часам, по минутам очень хорошо знаю. То есть был как свидетель. То есть мне как историку это было очень интересно. Вот. Ну да, я же говорю, там есть эти у вас так называемая дикая дивизия. Вот там тоже ребята, вот, ну, мои знакомые, друзья. Вот. И получается, я болел изначально. Я болел ангиной. Лежал дома. И, значит, получается, увидел вот у своего друга вот из Дурдзуков, как раз о которых мы упоминали, увидел пост о том, что там зашел вот этот желтый там, трактор, грейдер, что это было, да, через лес начались вот как бы вот эти события там, получается, вот. И неожиданно на мою сторону, на мою страницу в Фейсбуке напала толпа троллей. Так. И получилось, то есть моя страница в том числе стала как бы ареной каких-то вот этих вот всех баталий. Территориальных, земельных и так далее. Причем как бы совершенно не впопад, наверное, в тот момент. То есть мне стали там по Дагестану еще что-то, в общем, предъявлять тоже какие-то претензии, там какие-то нелепые вещи, там до моря и так далее. Вот. И меня, значит, ну то есть ко мне и ингуши заходили, мои друзья, и, получается, там вот эти вот тролли, там, значит, с какими-то вымышленными именами. В общем, там происходили вот эти споры. Вот. Я болел. С температурой лежал 2 недели. Вот как раз конец августа и половину сентября 2018 года. А потом уже как бы люди начали, то есть градус эмоций повышался, и некоторые люди уже там тоже стали путать берега, и они стали мне как бы в приказном тоне, значит, запрещать появиться в Ингушетии или еще что-то. Ну, как бы, знаете, мне уже очень давно никто ничего не запрещал. Вот, и мне было очень удивительно вот это услышать вот, от каких-то персонажей без лица, без имени, так сказать, толкавших совершенно какие-то неадекватные тезисы. Вот. И получилось, действительно, это совпало. То есть я сказал, как бы, я теперь просто не имею возможности туда не поехать, да, будет. Вот. И действительно получилось, мне друзья из Ингушетии, они сказали, как бы, давай. Один из друзей, он, так сказать, в прошлом, я сейчас не буду называть имя, он был министром, одним из министров в Ингушетии. Вот, он мне звонит, говорит, вот тут нужна твоя консультация, скидывай паспорт, билет, короче, тебе возьмем, прилетай. Он думал, что я в Москве еще. Я действительно перед этим почти 2 года был в Москве. Вот, я там как раз с карачаевцами, с балкарцами как бы дружил, работал, взаимодействовал. Вот. И получается, значит, он мне говорит, приезжай. Я говорю, не надо никаких билетов, не надо ничего, я тут рядом, как бы на Кавказе, как бы завтра сяду, приеду. И действительно, я приехал, вот, и как бы пообщался, проконсультировал, все такое. А потом они говорят, у нас тут митинг. Завтра, по-моему, завтра. Вот 1 день до митинга я приехал. То есть я, может быть, приехал еще накануне, но вот на следующий день мы встретились. То есть приехал я под вечер. Вот, мы встретились уже на следующий день, вот, и как бы поговорили, и потом был митинг. Вот. И в тот же день они записали, оно потом выложено было через несколько дней, числа 6, если не ошибаюсь, а записано было раньше, за пару дней, то есть накануне митинга. Вот. Это, там круглый стол небольшой, Изабелла Ивлоева вела. Вот. И получается, значит, и я не очень рвался там как бы выступать, но меня там сбоку посадили, и я там, в принципе, призвал, опять же, как я говорю, то есть к маслиату, к
к, так сказать, взаимопониманию. И когда мне кто-то говорит, что вот там был античеченский митинг, и ты туда приехал, я говорю, я на античеченский митинг не приезжал, более того, он не был античеченским. Вот 3 дня, что я там присутствовал, там на строящемся здании была надпись «Ингуши и чеченцы братья» буквами, наверное, с меня ростом. Вот. То есть, ну, буквы были, я же говорю, там от 1,80 м или 2 метра, вот такими большими буквами. И вот все дни, пока я там присутствовал, там была вот такая надпись. И, то есть, митинг, люди выходили как бы в поддержку этих депутатов. И как бы, ну, то есть, еще антиевкуровским, еще как бы можно было бы его, ну, тоже с натяжкой называть. Вот. Но как бы каких-то античеченских идей, лозунгов, каких-то выражений, ну вот я те дни, что там присутствовал, я не слышал. Вот. Ни на русском, ни даже на ингушском языке, вот, по крайней мере, когда присутствовал. Вот. И, то есть, вот так. А потом получилось как? То есть, я, как я говорю, да, с вот этими дикой дивизии, они говорят, вот давай с нами как-то поедешь, ну, интересно, да, поприсутствовать. И мы действительно туда приехали, получается, на лошадях, и там по кругу, как бы, то есть где-то по периметру митинга, да, вот эти всадники на лошадях как-то патрулировали, но каких-то выступлений или чего-то не было, вот, насколько я помню, также. Вот. А потом получилось, то есть меня сфотографировали там, черкесские, я не знаю, какого СМИ фотографы, представители, то есть, ну, как-то, видимо, там им показался заметно выглядящим, вот, и они запостили, ну, условно, там тогда еще там BBC или что, кто-то там работали, вот, то есть из толпы как-то выделяясь, сфотографировали, запостили, а потом из вот обилия этих фотографий мою фотографию выложили на таком ресурсе, телеграм-канале «Спросите у Расула» есть, да, как бы известный на Северном Кавказе. Вот, а его, скажем так, администратор, да, вот, собственно говоря, этот Расул, он примерно мой ровесник, наверное, получается, он меня просто лично знает. Я его очень давно не видел, лет 15, но он меня вживую, как бы я для него узнаваемое лицо, и он меня просто, он увидел и запостил отдельно у себя, что вот там типа дагестанцы на митинге. И все, у этих троллей там случилось затмение. Ну, я же говорю, я, собственно говоря, после того, как мне кто-то там писал, что типа они мне запрещают приезжать в Ингушетию и что-либо, как-либо там взаимодействовать, вот, я как бы не отметиться не мог, конечно, да, вот, ну, получилось вот так, что он запостил, вот, и у них получилось, я же говорю, случилось затмение, и они вот в последующие дни начали разгонять такую версию, что, ну, я не знаю, чуть ли не я корень зла и инициатор всех этих, ну, в кавычках, беспорядков, и чуть ли не я там всех вообще сбаламутил и выгнал на улицу. Ну, что, конечно, вот бред полный. Вот. А по факту, как раз-таки, они, вот эти вот, я же говорю, вот эта фабрика троллей, вот, там я полагаю, что там люди могут быть и разных национальностей, которые просто за деньги свою вот эту вот работу отрабатывали, они попросту, как бы спасая положение, поскольку там уже, да, как мы знаем, после определенного момента там уже пошли в ход бутылки, табуретки, там стрельба была в воздух и так далее, да, то есть охрана Евкурова открывала стрельбу поверх голов, вот, и то есть был такой напряженный момент, и то есть если бы, ну, как-то все это вышло из какого-то контролируемого порядка, да, и там люди бы куда-то ворвались, куда-то бы, как говорится, вот толпа поперла, то, ну, могло все перевернуться, и тогда бы, ну, все могло бы как бы
не состояться, да, вот, и по сути дела, то есть вот эти тролли на самом деле, спасая, конечно же, по команде, спасая определенное лицо, определенного чиновника, перевели, на самом деле, именно они перевели вот этот, скажем так, антиевкуровское выступление, перевели в, условно, опять же, да, перевели вот в эту межнациональную плоскость. Я вот как свидетель, который вот это анализировал, вот эти все процессы, ну, вижу именно так. Просто нужно подчеркнуть, на самом деле, что изначально это собрание в Магасе, оно было против передачи земель. Вот для этого люди собрались. Спустя какое-то время там началась уже отставка действующего главы, потом уже необходимость дать возможность выбирать главу, дать возможность прямых выборов. И так далее и тому подобное. Да. Там нигде эти не звучало ничего. Только с вечера стали появляться. Там не было ни одного слова против братских отношений с кем-либо. Да. Ни справа, ни с дагестанцами, ни с чеченцами, ни с кем бы то ни было. Ни с кем бы то ни было. Как ты говоришь, фабрика троллей постаралась, у них было больше аргументов, и все клюнули на это, вот и все. К сожалению. Вот этого вопроса, вот межнационального, его просто, как говорится, вот, на столе не лежало. Вот ни вот в первый день, ни во второй, ни в про которые ты говоришь, я тоже это все прекрасно помню. И этот транспарант, не было ни одного слова сказано, что вот они плохие. Ни одного слова. Не передавать земли, а потом уже вот эти разные качели пошли, требования там, естественно, что не могло просто... Ну, в одном регионе это допустит, а во всех остальных не допустит. Такое же не может быть. Поэтому это были бредовые требования, и оно и все перевернулось. Это просто нужно подчеркнуть и резюмировать. Да, и получается, то есть просто вот эти люди, они как бы разменяли вот своей вот этой активностью, вот разменяли межнациональные отношения, да, которые, ну, нормальными, скажем так, были, да, на то, что вот, ну, спасать вот этот договор и спасать лицо определенным чиновникам. Продолжая вот эту тему, раз мы уже к этому подобрались, и я бы хотел, чтобы ты по возможности прокомментировал очень актуальную от троллей фразу, которая звучит, что с 2018 года ни один ингуш там, ни разу не предоставил документально, вот, палец это обязательная атрибутика, вот один раз это начинается тиражироваться от чиновников, потом это тиражируется блогерами, и вот в конце это выдала эту фразу красивая девочка такая. Как ты можешь это прокомментировать? Вот для чего это делается? Зачем опять вот это обострение, как ты думаешь? Девочка, насколько я знаю, она лошадьми занимается, она как бы, они в архивах, в библиотеках и так далее. Но да? Это не отменяет тот факт, что она красивая. Да. И ингуш... Возможно. Вот. И как Кто-нибудь сейчас приревновал, да, мне кажется. И ингуши как бы не обязаны перед ней отчитываться и как бы ей доклад делать. Но насколько я помню, соответствующая комиссия, да, коллективная была, и которая подготовила доклад и подготовила монографию. И вот у меня этот доклад тоже вот в руках есть. Вот, он в интернете тоже вот доступен, он тут достаточно не тонкий, да, вот он тут, это при том, что тут масса этих карт, масса всего, вот, тексты, касаемо вот всех этих вопросов. То есть здесь все это есть. Был публично проведен доклад, так сказать, на, скажем так, на площадке Совета тейпов. Да? Ну, там и Матиева выступала, Асхаб Гойгов, представители духовенства тоже были, да, муфтията, которые свое, так сказать, некое резюме по этому поводу, да, делали и приглашали соответствующую сторону рассмотреть, да, то есть, ну, понятно, в нынешних ситуациях они напрямую на шариатский суд не могли вызвать, мы это все понимаем, да, то есть им бы какую-то там, ну,
могли бы проблемы у них возникнуть, да, с существующим законодательством. Ну, в принципе, то есть вот это коллектив, да, скажем так, духовных лиц Ингушетии, они свое резюме на основе этого тоже сделали. И доклад был в тот же день отправлен, как положено, там, бандеролью по соответствующим адресам, то есть не в единственном экземпляре, в самые разные ведомства, в том числе и в Чечне, в Грозный, и насколько, то есть и в Академию наук, и там парламент, правительство, везде. И, в общем, они, насколько я помню, несколько месяцев что-то об этом думали, и потом, значит, через 4 месяца где-то тогдашний спикер парламента выступил и сказал, что он отнес это, значит, в отхожее место. Вот. Но долго он туда направлялся, получается, да, 4 месяца, вот, видимо, думали как-то что-то, значит, ответить оттуда, отсюда. Ну, там все, по всей видимости, достаточно убедительно было, и поэтому как бы какого-то ответа по содержанию, да, ну, не состоялось. Ну, возможно, да, до девочки, то есть вот, упомянутой девочки экземпляр, наверное, никто не посылал, да, сколько ей там лет было в то время, там 20 лет, да. Ну, то есть в каждую конюшню доклады посылать не обязаны, да, как бы, вот. Ну, это уже не совета тейпов проблема. Вот. Как бы много вот погодя, когда вот сейчас в октябре была, значит, конференция в Грузии, ну, посвященная вопросам истории, культуры, вот, Ингушетии, да, я там тоже присутствовал, вот, значит, и как раз я в это время там в Аравии был, мне позвонили, вот, пригласили, я там с пересадками, в общем, там через Дубай прилетел, в общем, и достал, так сказать, свои материалы, благо у меня ноутбук с собой был, и, то есть, я выступил с докладом, в котором, так сказать, опубликовал еще раз одну из карт, которая в этом докладе тоже как бы есть и достаточно, так сказать, снимает все вопросы, и, то есть, это, по крайней мере, для верующих мусульман относительно вопросов. Сейчас, значит, тут у меня реквизит. Вот, значит, вот у меня, значит, вот этот сборник, да. Вот, здесь на соответствующей статье, вот, страница 103, есть доклад. Вот. Мой Арштек Карабулаки как субэтнос ингушей в традиционных представлениях горцев Дагестана и Чечни по материалам образцов картографии имамата Шамиля из Национального исторического архива Грузии. Вот. И тут были приведены как бы и целиком, и фрагментально, более крупно увеличено фрагменты 3 карт. Вот. Значит, сперва вообще мы нашли ее в переводе на русском языке для свиты его императорского величества. Вот здесь внизу есть, то есть для Николая II. То есть нашли на русском языке, а раз есть на русском языке, и там указано, что это перевод, значит, где-то есть и оригинал, да, на арабском. И стали искать. Искали в одной, короче, грузинской книге, очень давно изданной, сборники документов, посвященных Кавказской войне в 50-е годы, когда вот, ну, как раз у вас период депортации, и вообще как бы были гонения на, так сказать, фигуру Шамиля, то есть он был под запретом, то есть про него можно было только плохо писать. Вот вышел такой сборник «Шамиль, ставленник султанской Турции и английских колонизаторов». И там был вот этот оригинал арабографичный, опубликован вверх ногами, вот буквально вот такого синького размера. Ничего
там прочесть, увидеть ничего невозможно, но как бы мой уже опытный взгляд вот картографа опознал, что это именно эта карта, и там главное было вот этот номер, шифр архивный, разглядеть, как бы взять и, в общем, несмотря на все препятствия, ковид и так далее, ну вот наши друзья, получается, в Грузии помогли извлечь эту карту. Вот она, значит, ну это распечатано, да, получается, вот, а так она была, значит, копирована. Вот, и вот здесь получается, то есть это карта Имамата, ну, понятно, она схематичная. Вот, и вот здесь внизу приводится табель столбиками разделение Имамата на, ну, там, лезгинские, то есть дагестанские объединения, то есть имеется в виду наибство, да, и клим там используется слово, это такое широкое понятие арабское, то есть как это область, зона вот такая, вот, и то есть там идет лезгинские, чеченские и последнее вот тут, значит, ингушские. И там, то есть все вот эти мириджи, карабулаки, там ингур, галгай, все эти вещи подписаны как ингушские именно. И более того, именно на том месте, где граница шла вот до вот этого злополучного соглашения, да, именно на этом отрезке, на водоразделе между Фортангой и туда Гихи, да, течет притоки, именно на этом водоразделе написано Джебель Ингуш. То есть Ингушские горы. Вот эту, получается, карту, значит, Шамиль направлял вместе с письмом к султану. Это прибыл, значит, когда началась так называемая Крымская война, очередная русско-турецкая, то есть с турецкой стороны был направлен к Шамилю офицер месхетинского происхождения, вот, из Ахалцыха родом, который, значит, пробрался под видом, ну, бродяги, дервиша такого, в общем, он через Грузию, Азербайджан, в общем, в Дагестан, и пробыл 2 недели там, значит, у него введено. А за это время один из наибов
Шамиля, известный такой Юсуф Хаджи Сафаров из Алдов родом. Вот он тут в книге известный, да, вот, Алхана Хаджаева, вот он, то есть, опубликовано. Его даже, ну, портрет нарисовали, ну, такой немножко фэнтезийный, вот. И он там составил вот эту карту, которая у нас получилась, вот у нас прям все этапы есть. То есть вот есть из центрального архива, получается, она в русскоязычном варианте, переводе. Есть из грузинского архива в арабографичном варианте. Причем вот мы как раз вот сидели, переводили с одним ингушским имамом, вот, который именно в Египте учился в свое время. Причем как раз он по происхождению, так сказать, арсхоевец. Вот. И мы сидели, переводили ее. Ему очень интересно. Он говорит, сразу видны эти, ну, характерные ошибки. Ну, то есть это не ошибки с точки зрения вот, ну, как бы как классического арабского, ну, такие, как в Египте бывают. И более того, мы нашли его черновик. Это вообще как бы за гранью реальности. В Дагестане в рукописном фонде научного центра нашего, да, вот бывший институт этнологии, истории археологии, вот. Значит, там нашли черновик этой карты и письма, то есть там получается с одной стороны, то есть тут мы видим, она разукрашена, а там такой черновой набросок, она наполовину нарисована, ну видно, что это она. И с одной стороны вот эта карта, а с другой стороны какому-то паше, ну не какому-то там имя указано, вот, значит, ну так чуть криво, имеется в виду так наискосок, как бы набросок письма. На этом же листе с тем же годом датировано, в общем, то есть того же времени, того же года, то есть нет сомнений, что это, то есть, видимо, у него был какой-то образец, с которого он вот по мере надобности делал вот эти вот наброски. Вот. И там, то есть, однозначно показано, да, то есть, во-первых, кто считаются ингушами, да, то есть, там, мириджинцы, карабулаки однозначно определены как ингуши, да, и мы не можем подозревать ни этого чеченского наиба, ни Шамиля в какой-либо ангажированности ингушами, да. Ну, тем более, так сказать, в письме султану, то есть султану тоже как бы там мы вообще все на одно лицо были, да, так сказать, там, разница между ингушом там, и лезгином не очевидна, да, была, так сказать, в глазах султана. Вот, то есть вот такие вот факты имеются налицо. Как я вначале говорил, то есть вот я не за кого-то или против кого-то. Я вот на основе источников, документов занимал определенную научно обоснованную позицию. Если у кого-то есть более весомые аргументы, документы, кроме Бамутского лесхоза, вот, то как бы пусть покажут. Если они более весомые, я готов отказаться от своей позиции, да? Если как бы меня убедят те документы. Вот. Только лишь научный вот, критерий объективности у меня присутствует. Тем более, что я свою вот эту неангажированность какой-то национальной, да, в ту или в иную сторону доказал еще в 2019 году, поскольку как бы после этих ингушских событий там был еще вопрос определения границ в Дагестане. Вот. И, получается, меня пригласили туда, общественники, журналисты, все такое, там провели круглый стол. Нас там несколько человек то есть мы встречались с нашим председателем парламента, значит, нас ввели в эту комиссию, отправили ездить вдоль всех границ, но там было, это, честно говоря, это даже физически было тяжеловато, поскольку мы там в 11 часов вечера приезжали, в 7 утра выезжали,
в 11 часов вечера приезжали, это был конец февраля, начало марта, то есть холодно, и у нас граница очень длинная, там, по-моему, 850 километров получается вот вся эта граница, да, вот, то есть все эти районы там изъездить, это было тяжело, в общем, я единственный, который выдержал, не пропустил ни один день, все границы, все районы объездил, в том числе и Кизляр. И где был вот этот вот пресловутый, потом летом поставлен знак, вот, который вызвало вот эту всю эту там бучу, так сказать, с обеих сторон. Вот. И когда, и который потом снесли, поставили, вот это вот все. И там действительно вот есть такой казус, который возник после как бы восстановления ЧССР, советские годы. Там действительно вдоль реки, через болото, какие-то топи, островки тянется пару километров очень узенький хоботок вдоль реки, который доходит до трассы. В этом месте вот как бы доходит до дороги, как бы пересекает дорогу. Он шириной буквально несколько десятков метров. И получается, то есть эта трасса, она вся идет по Дагестану, и в каком-то кусочке есть вот этот тонкий хоботок, который, по карте формально относится к, теперь уже к Чеченской Республике. Он действительно к ней относится. И на этой территории, которой подъезд есть только через территорию Дагестана, опять же, то есть через территорию Чечни, там только вот, в болотных сапогах, соответствующей экипировке, там наполовину вплавь можно вот подойти. Вот. Там был установлен этот знак. Мне, как говорится, суть этой провокации до конца непонятна была, но я тогда, когда вот только лишь увидел, у нас в соцсетях, там, в WhatsApp-группах и так далее, когда, какую-то реакцию эмоциональную по поводу этого, что сперва накануне только всех событий, что его поставили, потом какие-то раздались призывы, что его надо снести, сломать, все. Я сразу же тогда выступил: не трогайте. Он поставлен, действительно, он стоял на вот этом пятачке территории, которая относилась к Чеченской Республике. И я там и у себя и посты делал, и в этих группах, там и голосовые, и весь день писал, чтобы они как бы не трогали. Как бы там эмоции зашкаливали у людей, и они его все-таки вечером сломали. И мне даже в итоге тот, кто это все снял и выложил в сеть, там определенный спортсмен, вот, вообще не лакец, не аварец, вообще кумык. Вот, он мне даже вечером возмущенный такой, в общем, откуда-то взял телефон, в общем, в час ночи мне звонил, базарил, там сперва пытался что-то там наезжать, как бы на меня так просто тоже не наедешь, в общем, мы с ним долго, целый час поговорили, он в итоге тоже чуть успокоился, вот так. Дело уже было сделано, то есть знак был сломан, и потом как бы вот эти все последующие события, они уже происходили там практически в прямом эфире, все их видели, все их знают. И как раз таки вот потом, через день или еще когда, буквально в те же дни, потом уже сидя, по-моему, в биное, в таком красном спортивном костюме, Рамзан Ахматович выступал, как бы выражал свою, так сказать, досаду на вот этих вот толпу, которая сломала этот знак, говорил, что у вас там делов других, что ли, нету, в общем. И вас же как бы и глава республики, и председатель комиссии. То есть там по контексту было ясно, что он председателем комиссии меня называют. То есть я был действительно членом комиссии, но председателем не был, но просто там остальные у нас там особо не отсвечивали, прямо скажем, да, то есть кто там они, то есть никто не знал. И они не делали никаких заявлений. То есть там действительно в те дни делали заявления. Я, пользуясь своими какими-то соцсетями, и потом уже в официальных СМИ Васильев, который в те годы был главой республики. Других как бы заявлений на эту тему никто не делал. Так вот я к чему это длинную подводку так подробно рассказываю. То есть что я тогда
показал свою объективность и какую-то неангажированность. То есть там, где действительно это была чеченская территория, даже если это дело касалось Дагестана, там, да, и, может быть, если бы я там тоже выбежал, начал кричать, да, давайте там что-то сломаем, может быть, эта позиция была бы, наверное, более популярна, вот как ты говорил, да, в глазах толпы. Я бы, может быть, собрал массу аплодисментов, меня, может быть, там вот эта толпа на руки подбрасывала, там, носила, еще что-то, да, то есть вот такой хайп бы собрал. А я именно поскольку у меня, как то, что я вначале говорил, критерием является не навредить, наоборот, сохранить, так сказать, мир, взаимопонимание и, как говорится, объективность, справедливость во всех этих вопросах, я как раз-таки тогда выступил четко, ясно, то есть даже несмотря на какие-то неприятные последствия, озвучил, что это был знак, стоял на территории, считающейся Чеченской Республикой. Бытует такое мнение, и в целом периодически слышу его на просторах интернета, что ингуши не принимали участие в Кавказской войне и периодически ссылаются на то, что в 810 году ингуши приняли подданство Российской империи и так далее. Что ты насчет этого думаешь и какое мнение на самом деле, ну, то есть что по истории правильно? Ну, в 810 году Кавказская она еще, так сказать, только, так сказать, набирала обороты, разгоралась, да, то есть еще, так сказать, кто воевал, кто не воевал. То есть вот до Ермолова, если честно, еще были какие-то надежды, что, ну, в общем, все может обойтись, скажем так, малой кровью, да, то есть ну, какие-то общества, какие-то владения, да, феодальные, то есть какие-то племена, им удавалось, как казалось им, да, договориться. Вот. И, ну, в общем, как-то будут сосуществовать. Но потом, как известно, да, после, так сказать, назначения Ермолова, он, так сказать, перешел к такой тотальной войне, уже не гнушаясь никакими методами, никакими средствами. И вот, ну, просто вот как бы удобно, выгодно, нужно империи. И, в общем, вижу цель, не вижу препятствий, как говорится. Вот. И, то есть, повел войну на уничтожение с теми обществами, народами и так далее, да, с кем вот, ну, кто сопротивляется. И, то есть, вначале они были разрознены, и по отдельности он их все как бы победил. Ну, кроме самых высокогорных, до которых еще дорогу не знали, он это все как бы подчинил. Но, получается, к 825 году, когда все, по крайней мере, какие-то феодальные владения или отдельные общества были так или иначе покорены, уже теперь и сам Ермолов начал уже вторгаться, то есть он написал там молитву за царя, то есть это вмешательство в хутбу, да, получается, вот, в 21-22 году он целую серию мероприятий, именно покушающихся на религию, произвел, да, то есть там запрет шариатских судов в Кабарде, введение вот этой молитвы за царя по пятницам, вот он сам автор, он взял эту православную молитву, которая читается при восшествии царя на престол, там чуть-чуть некоторые слова заменил и, в общем, потребовал, чтобы в хутбе их упоминали. Вот. И запретил в хадж ездить без его личной подписи. То есть документ нужно было у него персонально получать. Ну, кто из горцев мог вот так приехать и лично от Ермолова получить документ? Ну, это там, ну, очень... Там, на пальцах одной руки, я не знаю, там Шамхал Тарковский, еще, может быть, какие-то там еще несколько князей, там 2-3, там, не знаю, в Азербайджане, там, может, в Кабарде кто-нибудь 1-2, вот, ну и все. Вот, то есть, по сути дела, это был как бы запрет хаджа, вмешательство в хутбу и так далее. И как бы у горцев, ну, пошли вот уже, как бы стало приходить осознание, это уже время, когда начинает свою деятельность вот имам Гази Мухаммад, вот, и таким как бы ну, вот моментом, когда вот то, что триггернуло, это было вот истребление как раз вот села Аршты, да, на территории вот Ингушетии, то есть это генерал Греков, вот из Грозной, он, в общем, там при участии милиции
Вот, он туда подошел, и то есть первый поход на Аршты не удался, поскольку кто-то узнал, в общем, там описывается, что на Назранском рынке кто-то прослышал про, в общем, этот поход и прибежал туда в горы раньше войск и как бы сообщил вот войскам, то есть войскам сообщил вот этим жителям местным, и они успели, в общем, там повалили деревья, позвали людей из соседних других сел, и, в общем, забаррикадировались, и как бы уже встречали войска наготове. И, в общем, он подошел, посмотрел, понял, что штурмовать вот это все завалы в зимних условиях, это все тяжело, и ушел. Сделал вид, как будто уходит. И на несколько дней ушел. Горцы как бы чуть-чуть расслабились, а он через неделю снова вернулся, даже меньше недели, по-моему, дней 5, не больше, вот, по другой дороге, которую ему как раз вот кто-то из этих милиционеров показал в обход. И около 2 часов ночи на спящее вот это село, когда там было ни помощников, никого вот с других сел, поддержки не было, напал на село, и как бы полностью было оно истреблено. И там в последней башне укрывалось несколько человек, и он, в общем, туда заложили у основания, в общем, эти мешки с порохом, взорвали, получается, как бы вот косяк башни, и как бы все, что внутри было, вот эти перекрытия, в общем, башня обрушилась, и там вот получается вот где-то с десяток человек, там из них там половина женщины, там половина мужчины, в общем, все погибли, и там, в общем, еще там описывается в истории, что вот там, в общем, девочка лет 12, тоже там, в общем, как бы, в общем, там, они почему-то очень любили описывать потом, когда кто-то мертвый лежит, там какие-то там юноша или девочка, вот этих вот описаний мертвых детей, они как бы там часто встречаются в разных источниках, там, вот. И как бы вот это трагическое событие, она как-то вот истребление вот этого села, она описывает, что как бы почти никто не спасся. Ну, потому что там было, это было начало февраля, и там мороз был больше 10 градусов. Там где-то 12 или сколько-то, вот, очень большой мороз был. Вот, то есть они по сугробам пробирались туда. То есть, ну, понятно, в таких, это даже если кто проснулся, куда-то выскочил, шансов в лесу выжить, ну, тоже не очень много, да, то есть там от переохлаждения умрешь или от чего-то, то есть выживших практически не было. Вот, и после этого как бы происходит уже по линии не каких-то политических деятелей, князей или кого-то, а уже по линии вот духовных лиц от Кабарды до Дагестана вот это вот происходят сношения и встречаются в Чечне, там в Майртупе, и как бы съезд происходит, вот туда Греков тоже отправляется с отрядом, но не успевает как бы вот захватить. И на обратном пути возвращается, только он там 3 ингушей ловит, значит, там один Цычоев и еще двое, кто-то сейчас не помню. Вот. И, в общем, он их там жестоким образом казнит, там в Назране, в Грозном, там, в общем, там с них там чуть ли не кожу содрали или еще что-то, в общем, как бы там таким жестоким образом их, в общем, показательно казнит. Вот. И как бы после этого начинается вот эти все сопротивления по нарастающей. Вот. Там сперва, получается, в 20-е годы этот Бейбулат действует, ну, в середине 20-х годов, потом он уезжает. Вот, потом он умирает. Вот, потом, получается, имам Гази Мухаммад вот, совершает поход в сторону Владикавказа. То есть там описывается, что он когда как бы мимо Назрани проходил, то есть все, как бы, ну, народ его, в принципе, поддержал, даже верхнее общество, да, там, вплоть до там, Цори, Галгай, оттуда. То есть, ну, там на подступах к Владикавказу его контузило ядром. Рядом с ним разорвалось ядро, его, так сказать, ну, в него не попало, но его как бы взрывной волной отбросило, то есть он слетел с лошади и травмировался, в общем, там спину, и, в общем, пришлось возвращаться. Имам Гамзатбек, он более внутренне, там в Дагестане действовал, а Шамиль, получается, вот после Ахульго, уже и вот с 40-х годов, он уже снова, так сказать, поднимает вот этот флаг войны и распространяет вот это влияние, в том числе и в Ингушетию, и там мы видим как бы очень
активное, горячее участие. То есть, например, Царинцев встретили, он туда в 1940 году не дошел, но они вот передовые его отряды, да, авангард, они встретили, там быков порезали, баранов, как бы встречали, они ждали, что Шамиль придет. А на равнине отправился этот Ахбердил Мухаммад и помог большому количеству ингушей, вот назрановских именно, да, то есть с равнины, вот из Камбелеевки в том числе, там упоминается, там Мансуровы, Султыговы, еще другие, значит, разные фамилии, которым они, то есть свои все хозяйства погрузили на телеги и увезли как бы вот в лес в сторону Галашевского вот этого общества, и там за 1 год численность общества там где-то с 2,5 до 9 тысяч возрастает. Ну, за счет кого это? Ну, как бы понятно, за счет кого это, да? То есть туда отселилось, ну, там наоборот стало, в общем. То есть большинство отселилось туда, а внизу осталось там, ну, где-то 3,5 тысячи. То есть, по крайней мере, в следующем году, когда Шамиль приходит, в 1941 году, опять же, это было по приглашению ингушской стороны, там есть все эти записи, там тот же пристав Гайтов, вот, ну, осетин, да, по происхождению, то есть он был приставом там вот назрановского общества направлен, то есть он пишет, что вот, типа, тут все наэлектризовано, они все тут готовы предаться Шамилю, надо там срочно что-то, как бы, принимать меры, все такое вот. И, то есть, там оставалось где-то 1003. Ну, а как бы мы еще в 2010 году видим, что там было гораздо больше людей, населения. То есть, куда они делись? Вот они все, они и есть вот те, куда, от которых это галашевское общество вдруг распухло. В 3 раза. То есть они ушли в лес, и то есть вот на протяжении 40-х годов ингуши как бы в полный рост участвовали и как бы входили вот эти западные наибства, вот, то есть там в Галашках и других местах, и то есть через них как раз вот этот Ахбердил Мухаммад туда активно действовал, и он же и умер в Цоре, собственно говоря, да, то есть он собрал вот эти отряды, пошел, то есть был поход вот в Хивсуретию, да, на Шатили. Вот, они не взяли, но заключили договор, и на обратном пути кто-то ему, значит, выстрелил в спину, когда они уже уезжали. Ну, там есть определенные люди, которых подозревали, вот, и, так сказать, они в итоге понесли наказание, вот, а Ахбердил Мухаммада его доставили в Цори, и он там где-то неделю, ну, так сказать, боролись за жизнь, но он в итоге все-таки умер, и его отвезли, похоронен в Шатое. Вот, а так он вот как бы из Хунзаха родом, вот этот был мудир. Вот, и, то есть, вот, и потом мы уже видим, что ингуши однозначно уже как мусульмане себя позиционируют, то есть после этого уже там, ну, только очень немногочисленные какие-то на краю села оставались не исламизированы, и на протяжении 40-х годов они как бы, как я сказал, в полный рост участвовали. И более того, даже вот свой последний поход, да, вот в 1958 году Шамиль совершил именно вот, так сказать, в направлении Назрани по приглашению, вот, в связи с назрановским вот этим возмущением, так называемым, назрановским восстанием в 1958 году, в мае. Вот, и, получается, первый поход совершил, потом ему сообщили, что у него вот этот сын старший умер, Джамалудин, вот, умер, вот, он вернулся, значит, там совершил соответствующие обряды и пошел в повторный поход, но там уже как бы кто-то донес о его планах уже, получается, российской военной администрации, и они как бы просто уже на пристрельном месте держали вот эту свою артиллерию, войска, и когда, получается, они вот из Галашек перевалили вот этот вот хребет и как бы стали спускаться по дороге конница, то есть большой урон его коннице нанесли именно вот картечным огнем, то есть вот уже знали, откуда они пойдут.
Вот. Ну, мы точно не знаем, кто это донес, но, по крайней мере, вот, который ближайший к тем местам наиб, так сказать, злополучно известный, да, этот, ну, как этот Евдокимов его Саибдулой называл, вот, да, вот, Успанов, Османов, там по-разному, да, пишет, вот, он как бы в итоге уже через полгода он действовал уже в составе русских войск, по-моему, там в чине майора, как раз-таки продолжал опустошать как раз вот набирал войска и действовал как бы навстречу Евдокимову по как раз, ну, территория, это нынешний Сунжинский район, да, вот эти вверх по Фортанге, вверх туда в сторону Окинского общества, в сторону Мериджинского общества, вверх туда по Галашевского и так далее, то есть навстречу, то есть, ну, скорее всего, он и рассказал о планах. Вот как ты считаешь, мир на Кавказе утопия или все-таки реальность? На этот вопрос я с удовольствием отвечу. Конечно, это не утопия, это реальность. Вот, как раз-таки, вот если мы разложим по полочкам, да, вот, как говорится, вот правдивую правду вот, истории, да, вот у каждого народа без вот этих всяких там претензий, аннексий и чего-то подобного, да, вот как бы если каждый будет носиться не со своей какой-то, да, вот карта восторга, я это называю, да, вот у каждого народа есть какая-то своя карта восторга, там все хотят вот, знаешь, там от моря до моря, там неважно какого, да, вот просто вот от моря до моря, да, и вот каждый там рисует и там залазит активно там еще по периметру, да, вот как бы вот это какая-то вот такая национальная жадность, да, вот как это как, ну, известно, да, там история, анекдот, да, там в падении еще кидает шапку, да, а вон там я посажу помидоры, да, там или еще что-то, да, вот, то есть больше, чем можем унести, да, то есть все мы знаем вот эту там карту там Армении при Тигране Великом, карту там Грузии при Тамаре, карту там еще вот, там, сейчас я даже не буду говорить, сейчас рисуют такие карты, которые вообще неизвестно при ком они были, да, вот. Вот, то есть если от вот таких вот вещей отойти, да, там, если не делать там претензий, там, даже там со стороны Дагестана на пол Азербайджана, со стороны Азербайджана на пол Дагестана, да, там, как правило, это вот вещи, они зеркальные бывают, то есть один кто-то начинает, и потом другие начинают, нам в ответ надо, да, и вот начинают друг друга зеркалить. Появляется какой-нибудь один фантаст и начинает там говорить, вот у нас там Чечня, там, даже, там до Дербента, там, ну, сперва там до моря, потом сперва до Сулака, потом до моря, потом кто-то еще новый вылазит какой-нибудь усатый, полосатый, говорит, вообще там до Дербента. Вот. И вот так вот, понимаешь? И потом вот это начинается, ну, остановиться не могут, эти начинают в ответ. И в итоге, понимаешь, как бы никуда не движемся, сидим в болоте, друг друга, все оплеванные вот этой грязью друг друга закидали и сидим вот довольный. Зато кто-то вот потешил свое вот самолюбие, собирает вокруг себя какой-то кружочек и вот это вот сумасбродство тиражирует. Это вот как то, что ты говорил в начале, да, что вот все время какую-то одну и ту же информацию вот это галдеть, повторять, но все равно она останется, ее все не примут, она останется в одном каком-то вот для внутреннего пользования, да, то есть будет вариться в собственном соку. Ну и по итогу мы получаем, что мир возможен, если мы будем работать над этим. Правильно понял? Мир возможен, если этим будут заниматься соответствующие как бы квалифицированные кадры, понимаешь? То есть должны ученые, историки с соответствующей базой общаться, вести диалог, да, а не вот таким на улично-коридорном уровне, да, в каких-то пабликах и там по числу лайков, вот как ты говорил, да, то есть просто перекрикивать, да, у кого горло больше, кто больше соберет. У кого больше аргументов за Но это не аргументы, понимаешь, это не аргументы, это лайк, у кого-то больше подписчиков, у кого-то больше лайков, у кого-то больше это там
троллей там или еще чего-то там, накруток и так далее. То есть просто должны этими вопросами заниматься квалифицированные люди. Как говорится, то, к чему мы, собственно говоря, призывали и призываем. И даже вот сейчас вот буквально в феврале, да, я записывал соответствующее обращение, там даже поздравлял с юбилеем 45-летним, да, так сказать, известного чиновника, вот, в связи там с заявлениями, да, по ауховскому вопросу, да, и предлагал, давайте вести диалог на уровне, вот, я от лица экспертного сообщества, да, дагестанского, с которым я постоянно на связи, чтобы вести какой-то диалог на таком уровне, а не на уровне, там, понимаешь, каких-то ребят, там, кликуш из интернета, там, каких-то коновалов и так далее, да, вот, то есть не профильных, не квалифицированных людей, которые неизвестно откуда берут какие-то вот фантазии, да, которые вот сейчас вот озвучиваются. Вот как недавно, да, вот, далеко ходить, да, не будем, то есть не замечать слона в комнате, вот, да, недавно вот раскачали, да, про якобы снесенную мечеть, которая на самом деле была магазином, потом ее аварцы преобразовали в молельную комнату, тамошние, живущие в селе, преобразовали там несколько лет. А сейчас рядом на прилегающей территории там построена большущая мечеть, уже крышу накрывает, вот, ну, как я выяснял. Вот. И то есть никакой, то есть это на ровном месте создали вот такой вот шум, гам в интернете, просто вот... Ну, понятно, там, потому что присутствуют какие-то заинтересованные стороны, чтобы Кавказ у нас не был спокойным. Да, просто это нужно было какой-то вот на Кавказе сделать вот это вот баработаж, вот зачем-то пробиваются к муфтию, как будто муфтий административными вопросами вообще ведает, то есть это не по адресу, да, это... У меня есть такой традиционный вопрос, который я всем своим гостям задаю. В основном я его под тебя просто немножко адаптирую. Зураб, что для тебя значит быть дагестанцем, то есть в твоем случае лакцем? Что ты под этим подразумеваешь? Ну да, дагестанец и лакец — это у нас как бы вещи как да, одно без другого, как бы, да, вот это не то, что одно раньше, одно другое. Вот. Это непростой вопрос, конечно, да, я к нему не готовился, вот. Буквально вот первое, что пришло в голову. Первое, что пришло в голову, это представлять свой народ, да, так сказать, перед окружающими, да, и стремиться увеличивать число наших друзей и уменьшать число наших врагов. Красиво. Скажем так.